Өнөктүктүн бүтөрүнө туура 1 саатка жетпеген гана убакыт калды. Ал арада жарандардын саясий активдүүлүгү кандай болууда? Бул тууралуу бизге Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымат бермекчи. Ну а сейчас самую актуальную на этот момент информацию о ходе голосования и явки избирателей нам сообщит председатель ЦИКа Нуржан Кармабековна. Вам слово. Кандуу кечиңиздер менен өлкөдө өткөрүлүп жаткан Конституциянын долбоору боюнча референдумда азыркы учурда саат 18:00 жарандарыбыздын катышуусу боюнча төмөнкү маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясы берет. Жалпысынан 3,606,201 референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилгендердин санынан саат 18:00 1,061,591 жаран добуш берүүгө катышты. Пайыз менен алганда бул 29,44% түзөт. Бишкек шаарында добуш берүүгө 102,258 жараныбыз катышып, бул пайыз менен 24,30% түзөт. Жалал Абад областы боюнча 218,847 референдумдун катышуучусу добуш берген. Пайыз менен 32,52%. Эсикөл областы боюнча 90,611 жаран референдумдагы добуш берүүгө катышты. Пайыз менен 29,15% түзөт. Нарын областы боюнча 70,396 жараныбыз референдумдагы добуш берүүгө катышты. Же болбосо 34,47%. Ош областы боюнча 226,553 референдумдун катышуучусу добуш берип, пайыз менен бул 31,3% түзөт. Ош шаарында 58,138 жаран референдумдагы добуш берүүгө катышты. Пайыз менен 38,26%. Ош шаарында эртең мененден баштап ушул референдумга катышуу эң активдүү болуп атат. Талас областы боюнча 55,226 референдумдун катышуучусу добуш берүүгө катышты. Бул пайыз менен 34,62 түзөт. Чуй областы боюнча 153,697 жаран добуш берүүгө катышып, пайыз менен 25,70% түзөт. Баткен областы боюнча 83,454 референдумдун катышуучусу добуш берүүгө катышты. Саат 18:00 пайыз менен 27,77% түзөт. Чет өлкөдөгү участкаларда добуш берүү улантылып атат. Саат 18:00 2411 жаран чет өлкөдө референдумдагы добуш берүүгө катышып, пайыз менен бул 4,11% түзөт. Жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда жарандардын добуш берүүгө катышуу жөнүндө төмөнкү статистика. Саат 18:00 жалпысынан 448 жүргүзүлүп аткан жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда 1,024,891 шайлоочу добуш берүүгө катышып, пайыз менен бул 30,89% түзөт. Анын ичинде 28 шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо 303,176 шайлоочу добуш берүүгө катышып, пайыз менен бул 28,89% түзөт. 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо 721,715 шайлоочу добуш берүүгө катышып, пайыз менен 31
бүтүн 81% түзөт. Шаарларды карасак, мурдагыдай эле Сүлүктүү шаарында активдүүлүк эң жогору. Сүлүктүү шаардык кеңеште 42% жаран шайлоочу добуш берүүгө катышты. Ош шаардык кеңешинде 37,70% жаран шайлоочу добуш берүүгө катышты. Талас шаардык кеңешинде 35,65% шайлоочулар добуш берүүгө катышышты. Кайынды шаардык кеңешинде 34,32% жарандар шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Каракөл шаардык кеңешинде 33,51% шайлоочулардын санынан добуш берүүгө катышты. Кемин шаардык кеңешинде 32,44% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Майлы суу шаардык кеңешинде 32,37% шайлоочулардын тизмесине киргизилгенден добуш берүүгө катышышты. Жалал Абад шаардык кеңешинде 31,34% шайлоочулар добушун беришти. Балыкчы шаардык кеңешинде 31,30% шайлоочу добуштарын беришти. Токмок шаардык кеңешинде ошондой эле 31% шайлоочулар добуш берүүгө катышышты. Исфана шаардык кеңешинин шайлоосунда 30,86% шайлоочулар добуштарын беришти. Нарын шаардык кеңешинде 30,80% Нарын шаарында добуш берүүгө катышты. Каракол шаардык кеңешинде 29,10% шайлоочулар добуш берүүгө катышышты. Шопоков шаардык кеңешинде добуш берүүгө 29,4% шайлоочулар катышты. Базар Коргон шаардык кеңешинде 28,69% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Орловка шаардык кеңешинин шайлоосунда 28,21% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Кызыл Кыя шаардык кеңешинде 27,41%, Өзгөн шаардык кеңешинде 26,76%, Баткен шаардык кеңешинде 26% шайлоочулар добуштарын беришти. Кербен шаардык кеңешинде 26%, Чолпон Ата шаардык кеңешинде 25,90%, Кочкор Ата шаардык кеңешинде 25,60%, Айдаркен шаардык кеңешинде 25,5%, Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосунда добуш берүүгө 24,82% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Көкчаңгак шаардык кеңешинде 24,66% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Кант шаардык кеңешинде 24,57% шайлоочулар добуш берүүгө катышты. Кадамжай шаардык кеңешинде 24,21% жана Ноокат шаардык кеңешинде 21,56% шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин санынан добуш берүүгө катышышты. Саат 18:00-гө ушул статистика болуп атат. Добуш берүүгө катышкандардын саны жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда, ошондой эле референдумда. Сейчас на русском. Центральная избирательная комиссия продолжает информировать
об участии избирателей и участников референдума в голосовании на референдуме по проекту закона о Конституции Кыргызской Республики и участии на выборах депутатов городских и аильных кеңешей. По состоянию на 18:00 часов, согласно информации, поступившей с автоматических считывающих урн, информация берется количество опущенных в ОСУ бюллетеней. Так вот, по состоянию на 18:00 число принявших участие в референдуме Кыргызской Республики по проекту закона о Конституции Кыргызской Республики составляет 1 061 591 участник референдума, что составляет 29,44%. В разрезе регионов в Бишкеке количество принявших участие в голосовании на референдуме составляет 102 258 человек или 24 030%. В городе Ош в референдуме приняли участие 58 138 граждан, что составляет 38,26%. Это наивысшая степень участия в сравнении с другими регионами. В Джалабадской области в референдуме приняли участие 218 847 человек, что составляет 32,52%. В Иссыкульской области 90 611 отдали свои голоса на референдуме или 29,15%. В Нарынской области 70 396 участников референдума проголосовали, что составляет 34,47%. В Волжской области 226 553 гражданина отдали свои голоса на референдуме или 31,03%. В Таласской области 55 226 человек проголосовали или 34,62%. В Чуйской области 153 697 человек проголосовали на референдуме или 25,75%. В Баткенской области проголосовали 83 454 человека или 27,77%. На участках за рубежом проголосовало 2411 человек или 4,11%. На выборах депутатов городских и аильных кеңешах на 18:00 часов всего проголосовало 1 024 891 избиратель или 30,89% от числа включенных в списки избирателей. Из них на выборах в городской кеңеш проголосовало 303 176 человек или 28,89%. На выборах в 420 аильных кеңешах проголосовало 721 715 человек или 31,81%. Информация в разрезе городов по состоянию на 18:00 часов. Наиболее активно участвуют граждане в голосовании на выборах депутатов городского кеңеша в городе Сулюкта, где проголосовало 42,31% избирателей от числа включенных в списки. Далее идет Ошский городской кеңеш. Здесь проголосовало 37,70% избирателей. В Таласе 35,65%. В Каиндинский городской кеңеш
34,32% избирателей отдали голоса. Каракольский городской кенеш 33,51% избирателей. В Кемине проголосовало 32,44%. В Майлисуйском городском кенеше на выборах проголосовало 32,37% избирателей. В Джалалабаде 31,34%. В Балахчи также 31,30% избирателей отдали свои голоса. В Токмоке 31,02%. В Исфане 30,86% избирателей проголосовали по состоянию на 18:00. В Нарыне 30,8%, в Караколе 29,1% избирателей, в Шопокове 29,4%, в Базар-Кургоне 28,69% избирателей проголосовали. Ну, Базар-Кургон обрел статус города, и пропорциональные выборы проводятся впервые в Базар-Кургоне на сей раз. В Орловке 28,21% от числа включенных в списки проголосовало на 6:00. В Кызылкие 27,41% избирателей. В Озгене 26,76%. В Баткене 26,3%. Кербен 26%. Чолпоната 25,9%. Кочкурата 25,6%. В Айдаркене проголосовало 25,5%. В Бишкеке по состоянию на 18:00 проголосовало 104 199 избирателей, или в процентах это составляет 24,82%. В Кокджангаке 24,66% включенных в списки избирателей отдали свои голоса по состоянию на 18:00. В Канте 24,57%. В Кадамджайском городском кенеше на выборах проголосовало 24,21%. И в городе Наукат 21,56% от числа включенных в списки избирателей отдали свои голоса по состоянию на 18:00, согласно информации, которая поступает с участков на основании информации о количестве опущенных в ОСУ бюллетеней. Таковы данные Центральной избирательной комиссии об участии граждан в голосовании. Следующая информация будет дана уже после 20:00. Хочу напомнить, что после завершения голосования в 20:00 на участках прекращается голосование, отправляются предварительные данные ОСУ на центральный сервер в автоматическом бесконтактном режиме. По выделенным каналам эти данные поступают на центральный сервер и отображаются на нашем сайте. На этом же сайте я покажу как раз меню. Надо будет выбрать подробнее. И вот здесь данные по голосованию. Здесь первая строка поступления данных СУИК показывает, со скольки участков поступили данные. Вторая строка показывает уже количество голосов. Ну, например, вот мы здесь на референдуме, то есть сколько отдано за позицию «за» и за позицию «против». Сколько действительных, сколько недействительных бюллетеней, сколько избирателей получили бюллетени вне помещения, сколько в помещении и так далее. Вот можно будет заранее, может быть,
посмотреть эти таблицы для того, чтобы уже после 8 всю информацию воспринимать уже ясно и четко. Данные поступают после завершения голосования, после того, как всем присутствующим на участке наблюдателям будут предоставлены отчеты ОСУ о предварительных итогах голосования. Данные поступают и в зашифрованном виде, в автоматическом режиме, бесконтактном, подчеркиваю. Они расшифровываются в течение 1,5–2 минут и отображаются на сайте. И мы с вами можем все вместе смотреть уже вот эти предварительные данные и об участии в голосовании по состоянию на 20:00 часов, и об итогах голосования, как по референдуму, так и по выборам депутатов местных кеңешей. Система свода данных абсолютно прозрачная, абсолютно достоверная. И мы ожидаем, как и ранее, что основные данные ориентировочно с 80% участков получали мы в ходе прошедших выборных кампаний в течение часа. Будем надеяться, что также оперативно мы будем получать данные и в этот раз с наших избирательных участков. После... Урматтуу эле көрүүчүлөр, Борбордук шайлоо комиссиянын пресс борборунда биз азыр эле акыркы сааттарга алынган статистик маалыматтар, жарандардын шайлоого катышуусу тууралуу маалымат бердик. Ал эми коомдук биринчинин түз эфирлерин биздин студиядагы кесиптештер улантмакчы. Коротко о самом главном. По состоянию на 18:00 в референдуме приняли участие 29,44% кыргызстанцев. Ну а через считанные минуты избирательные участки закроют свои двери. Успейте сделать свой гражданский долг. Ну а мы передаем слово нашей коллеге Мэри в студии КТРК. Спасибо, Мантура и Яна. Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямую трансляцию со студии КТРК, где представители различных сфер жизни делятся своими впечатлениями о ходе выборного процесса и в целом информируют нас о ходе голосования. В этом вопросе немаловажная роль отводится и работе международных наблюдателей, которые следят за ходом выборного процесса, и сегодня они присутствуют у нас в студии. Это Андрей Громов, соучредитель консалтингового агентства, и Роман Чуков, председатель Совета Центра международного продвижения. Рада приветствовать вас в нашей студии. Андрей Сергеевич, прежде всего поделитесь впечатлениями о ходе выборного процесса в Кыргызстане и в целом какие особенности можете выделить. Я знаю, вот вы в 2010 году принимали участие уже, да, на выборах президента, где также выступали международным наблюдателем. Какую можете оценку на сегодня дать? Да, спасибо. Очень хорошее у нас впечатление, как, впрочем, зачастую оставляют выборы в Кыргызстане. Действительно, высокая активность населения, высокое доверие к избирательной системе, очень хорошо отработаны механизмы сопровождения выборов, начиная от электронных систем считывания биометрических данных, так и автоматические системы подсчета голосов, да, автоматические урны. То есть все организовано очень на достойном уровне. Помимо этого, сейчас мы отдельное внимание, как наблюдатели, уделяем наблюдению вне участков, да, учитывая предыдущий опыт. Смотрим, общаемся с населением, которое как общались до самих выборов, так и стараемся как-то понять больше специфику, слушать какие-то жалобы непосредственно поступающие нам, которые, может быть, даже не всегда доходят до избирательной комиссии, чтобы максимально натурально ощутить ситуацию. Сейчас у нас почти 100 наблюдателей наших миссий, да, МП СНГ, ШОС и
УДКБ. Во всех регионах они представлены, по 5-7 человек, да, ну, где-то на Бишкек больше, на Ош больше чуть-чуть. Все наши наблюдатели работают очень плодотворно, проехали порядка 10 участков каждый и обязательно останутся на подсчет голосов. Мы можем только приветствовать активность населения, да, и если кто-то еще не сделал свой выбор, система позволяет очень хорошо отражать волеизъявление граждан, и я считаю, что каждый должен сделать этот выбор. А мы, как наблюдатели, проконтролируем, чтобы результат соответствовал выбору граждан. Роман Сергеевич, вместе с положительными моментами наверняка уже есть, да, какие-то с вашей стороны замечания, да, наблюдения, вот какие нарушения зафиксированы, есть ли какой-то срез именно по регионам? По регионам не подскажу, то есть я, да, и ряд моих коллег именно из России, мы участвовали в ряде там участков здесь, в Бишкеке, собственно, и здесь все там нарушения носят только какой-то процедурный, может быть, характер. Где-то там нам показалось, что, может, недостаточно наглядно там представлены программы, там, да, или там какие-то такие моменты. На одном участке, вот тоже делился с коллегами, избирательная урна, да, на небольшое время там сломалась, и ну, люди терпеливо подождали, то есть там не больше, там, не знаю, 5-7 минут, пока технический специалист все это дело чинил. Собственно, вот такого рода там инциденты видели. Ну, из того, что тоже мы старались общаться с людьми и с теми наблюдателями, которые сидят прям, да, в каждом участке. Вот в любой участок просто заходишь, еще вот тоже можете зайти, посмотреть, там прям 2 ряда стульев, да, и сидят представители всех партий. Тоже, кстати, очень много молодежи. Вот это интересно, и это говорит о том, что страна понимает, что без волеизъявления, да, без соучастия не получится как бы куда-то идти там, в позитивное, доброе, да, светлое будущее. И вот это достаточно отрадно. А вот как раз спрашивая представителей уже более взрослых, там кто-то ходит на выборы просто потому, что он всегда ходит на выборы, да, или кто-то вот пришел, чтобы донести свое мнение как раз, да, там, через свой ответ. То есть там люди нам совершенно разные версии как бы отвечали. Кто-то там вопрошал, одинаков ли текст на кыргызском и на русском языках. Потому что тоже сначала, там, условно говоря, взяли один, потом узнали, что можно было там другой. Вот. То есть вот такого рода вещи, они никоим образом не влияют на сам, да, процесс, как бы, на процесс и, что самое главное, результат. И тут вот я поддержу коллегу, что цифровые технологии нам в помощь. Был поражен. То есть я в первый раз вот именно, да, в Кыргызстане в этом процессе задействован отпечаток пальца для идентификации личности. Мне кажется, это вот так элегантно, знаете, то есть это действительно, это то, что всегда с собой, да, мне кажется, в будущем можно будет вообще обойтись там без документов, но тоже из ряда там участков переходили, спрашивали, как-то по инерции, типа, какая явка. Нам коллеги показывали на экран, смотрите, какая явка. То есть, ну, то есть все автоматизировано настолько, что вот у тебя на экране сразу вот там человек ID свой прикладывает, да, и там появляется фотография, кто вот, как, знаете, как пункт контроля доступа, да, куда ты заходишь в здание, у охраны показывает. То есть все наблюдатели видят, что зашел человек, и вот там его лицо на мониторе, и написано количество зарегистрированных для голосования, да, граждан, и сколько вот на данный момент проголосовали. Ну, очень интересно, вот меня поразила именно технологическая составляющая. Я очень надеюсь, что в Бишкеке и в районах ситуация была одинаковая, но это мы узнаем еще из, там, в том числе, рассказов наших коллег, кто поехал в район. Андрей Сергеевич, говоря о активности, да, со стороны избирателей, вот вы до начала эфира вы говорили, да, что все же избиратели в регионах проявляют большую активность. Да? С чем это связана такая тенденция? Вы говорите о том, что данные тенденции фиксируются не только у нас в Кыргызстане, но и в других, да, странах. Вот расскажите об этом более подробно. Да, конечно. Как правило, в больших городах они менее активны голосуют. Это вообще общемировая такая тенденция. Это связано с разными факторами. Во-первых, для малых таких поселений, да, сел, деревни, в них
Выбор — это уже праздник, это уже большое событие, это событие, которое позволяет собраться всем жителям, да, как-то обменяться. И для старшего поколения особенно важно, да, участвовать в каких-то таких мероприятиях, тоже увидеть других людей. Кто-то специально приезжает, да, в свой родной регион. Это ну, большой общественный фактор такой для сел. А в больших городах и рабочая загруженность другая, и отношение на самом деле немножко другое к выборам у людей. Это общемировая практика, и в России примерно так, гораздо ниже явка по большим городам. Ну, я думаю, что как раз вот новые технологии позволят нам это сравнять, потому что сейчас все-таки действительно все уходит в диджитал. Тут же отпечаток пальца мы уже и на телефоне применяем, и биометрика вся существует на телефоне. И поскольку мы там пользуемся и платежными системами уже, то есть и некое доверие к этой системе. Я думаю, что будущее за этими технологиями. Все-таки задача участников избирательного процесса, избирательных комиссий создать максимально благоприятные условия для того, чтобы наш гражданин смог сделать свой выбор. То есть надо, конечно, это некая сервисная структура, которая позволяет ему сделать выбор. Чем это будет для него удобнее, тем больше избиратели примут участие в выборе будущего страны. И, конечно, хотелось бы, чтобы явка с каждым годом не продолжала ту тенденцию, которая сейчас. Ну, по Европе явка стремится к 30% и ниже, а мы видим, Кыргызстан задает высокую планку, да, что в случае явки менее 30% референдум бы не состоялся. Поэтому сейчас надо работать над какими-то инструментами, которые позволят всем, вне зависимости от точки доступа, да, сделать свой выбор, не обязательно находиться непосредственно в регионе. Главное, чтобы это была прозрачная система, это действительно были те граждане, которые проголосовали. А если будет так, то ну, высокая явка позволит более правильное решение принимать для страны. Потому что зачастую возникает возмущение в обществе, да, когда при низкой явке они смотрят, вроде бы мы не голосовали. Пришел, проголосовал, допустим, 20%. И вот каждый пятый человек совершает выбор. В итоге мы имеем какой-то результат, а потом они разговаривают со своими знакомыми и говорят, а я за этого не голосовал, я за этого не голосовал. Так он вообще не голосовал, да, получается. То есть тоже некое искажение идет сознания. А надо, чтобы максимальное количество людей принимало участие не только как избиратели, но я всегда призываю у людей принимать непосредственное участие в политике. Если идти кандидатами, да, в местный Кинеш, это особенно важно. Это наиболее близкий уровень к населению, да, это жители одного села, как правило. И важно, чтобы эти люди сами решали свою судьбу, как развиваться. Инфраструктурное решение, да, будет во многом проблемы решены? Инфраструктурное решение, социальные факторы, много тут, да. Роман Сергеевич, вот вы ранее сказали о высокой явке, да, со стороны молодежи, чего не скажешь в других странах, да, на постсоветском пространстве, ну и в других наверняка странах. Скажите, вот какие предпосылки послужили этому в Кыргызстане у нас? Я думаю, что в целом, да, структура населения, да, располагает к активному, большое количество молодежи, да, и молодежь всегда пассионарная, активная, то есть и они, слушая и получая информацию из разных каналов, в том числе из новых медиа, для кого же не секрет, да, где молодежь сейчас сидит, в каких социальных сетях, где она получает в том числе новости. Конечно, многие, возможно, вы знаете, еще очень много там есть противоречивой информации, неподтвержденной информации, фейковой информации. Сейчас это касается не только выборов, да, но и в целом. Да. Да, там вышло какое-нибудь интервью какой-нибудь королевской семьи, да, тоже вокруг этого все там расплетается. Поэтому молодежь, мне кажется, видя вот такое, сейчас заинтересована в проверке фактов. Да, и они, если могут ножками дойти до участка, они это берут и делают. И я, конечно, уверен, что 30% это далеко там не там, потолок, да, чего можно достичь. И, в принципе, я считаю, что там можно там, к 90% однажды вырасти. Но вот, наверное, технология — это то, что позволит нам достичь вот этих результатов. Я думаю, что только за счет оптимизации процедур, за счет обеспечения их там, зашифрованности, безопасности, да, чтобы ни у кого... И сейчас ни у кого нет вопросов, вот с кем мы даже пересекались на участках, то есть вот вопросов по работе системы нет.
И это очень здорово, что мы результат узнаем сразу там, через 15 минут после закрытия участков, если я не ошибаюсь, предварительные. Да? Вот, потом в том числе там, будет осуществляться подсчет. То есть это какой-то там определенный уровень доверия, и, возможно, там, в следующих выборах уже там, разных уровней, да, будет, собственно, больше там, людей примут участие. Опять-таки сарафанное радио, да, вот как мой коллега сказал. То есть оно как в негативном смысле, так и в позитивном. То есть когда люди, допустим, будут довольны какими-то результатами, допустим, да, на местном уровне человек оправдал их ожидания. Такое тоже бывает, знаете, в политике, собственно. И в следующий раз, допустим, или не оправдал, да, и люди поймут, что вот, а надо было идти голосовать. Вы хотели дополнить? Да, буквально немножко, минута остается да, до конца эфира. И на самом деле очень сильно политизированное общество стало в Кыргызстане, да, исходя из последних событий. Плюс многие люди, с которыми мы общались, выражают действительно большие надежды на эти изменения, да, и мы видели это по результатам президентской кампании, насколько большая явка, какие результаты были, да. Общество устало немножко и хочет перевернуть просто страницу истории и смотреть в будущее. Плюс высокая конкуренция, на самом деле, на выборах. Очень конкурентные выборы в местной Кенеше, поэтому тоже это заставляет повышать явку среди молодежи. Спасибо вам за информативную, содержательную беседу. На этом наше эфирное время подошло к концу. Я напомню, что у нас в студии были международные наблюдатели. Это Андрей Громов и Роман Чуков. Не переключайтесь, мы в последующие часы также будем продолжать прямую трансляцию